комментируешь? Не знаю, хочешь, можешь покомментировать? Да не. Волод с земляками, да? Ты за кого болеешь? Без разницы. Я, если честно, я болею за Волод, потому что у меня какая-то не... Мне не нравится их вратарь. Мне не нравится вратарь, поэтому я болею за Волод. Да и вообще душа лежит больше. Не нравится вратарь земляков? Ну, как-то... Ну, это просто мое личное предубеждение, оно никаким образом не влияет на его игру, ничего. Просто мое личное предубеждение. Ну, Волод мне как-то роднее. Ой. Волод как-то роднее, как-то ближе, знакомый парень. Земляков я не знаю. Наверное, одна из причин поэтому. Но Волод это матч устроит только победа. И нужно еще смотреть, что там по разнице мячей. Ага. Ну, в принципе, как и у нас. У нас тоже устроит только победы и разница мячей. О, Артем, иди сюда. Нужен твой комментарий. Пусть земляки получат 2 желтые карточки, я думаю, это будет удачный исход для них. У них уже 3 есть, да? А, еще не 2. А, 2 у них? А, 4 всего. Да. Но я ни в коем случае им этого не желаю, это просто была как шутка. Уважаемые телезрители нашего канала. Уважаемые 7 наших телезрителей. Да, 7 телезрителей. Вот хороший ударчик. Нравится мне его левая. Я тоже левша просто. Пока игра, в принципе, довольно равная. По очереди команда обменивается ударами. Ну, начало не пробил. Трудно выделить кого-то, кто сейчас активнее играет на первых минутах.
Ну, они узнают, наверное, друг друга, прочувствуют так. Ну, команды встречались на первом групповом этапе в одной группе. А как исход встречи, какой? Победили земляки. А с каким счетом? С каким счетом не помню. Ну, победили, да, земляки. Ну, я думаю, для Волота очень хороший шанс взять матч-реванш. Ну, Я думаю, они в любом случае постараются это сделать. да? Ну, серьезно, да? Очень красивая комбинация. И гол, похоже, как мне забили. Да. Похоже. Он среагировал, вратарь среагировал. 1-0 земляки ведут у Волота. Я что же тогда среагировал, но как-то корявенько. Теперь Волоту терять нечего, нужно идти вперед и забивать. Еще один опасный момент. Волод пока не может выйти со своей половины поля, потому что земляки очень хорошо играют в защите, очень хорошо мяч контролируют. Еще один опасный удар. В предыдущей встрече, кстати, Винегрет победил Савиа со счетом 2-1. Всего лишь 2-1. Да. Ну все, нас устраивает только разница забитых мячей и победа. 2-1. Ну по результату мы на втором месте, как сыграли с Винегретом. Ну, я не буду говорить, что они играют хорошо, но во всяком случае 5-3 и 2-1 близкие результаты относительно. Винегрет вообще без потерь очков прошел этот групповой этап, второй. Да, видимо, Волод даже не может выйти со своей половины. Уже, наверное, в течение минут 3 задавили их земляки. Только вот такими забросами, дальними ударами. Ну, Щербачки, я думаю, в этом матче не пройдут. Мое мнение. Да. Это очень опасно, это финалищное лидерство должно быть. Да, земляки полностью владели инициативой и не хотят отдавать ни мяч, ни территорию. А как они в группе с Винегретом вообще? Не были. Вот неплохой момент был сейчас у Волота. Впервые за последнее время можно было создать опасность. Да. Опасную игру фиксирует арбитр. Опасная игра была ногой. Я им зла не желаю, но не надо ругать. Штрафной удар. Ого, у него метры. Показывает судья, что по свистку только должен пробиваться удар. Ну вот неплохой шанс у Волота. И удар в стенку приходится, поэтому никакой опасности не было. Вот и контратака земляков. Небольшой пожар штрафного у Волота сейчас был. Они смогут зафиксировать мяч после первого удара.
уверенных, как бы играл вратаря. Наверное, Волнуется. волнуется, тем более в последнее время ударов по его воротам не было. Он там, наверное, соскучал. Ну вот вышел на замену игрок зеленой манишки, я думаю, он даст ему не скучать. Хотя бы во всяком случае попытается. Ну, нужно добавить какой-то подвижности в атаке у Волота, потому что моменты вообще не проходят. Только вот дальними ударами стараются они потревожить вратаря земляков. Неплохой был пас, чуть-чуть послабее бы, и могло получиться пас. Или поточнее, да. Или поточнее, да. Я с вами, Алексей, полностью согласен. С вашим мнением на этот счет. Уже 8. Приветствуем 8-го телезрителя на нашем. Напоминаем, что счет 1-0 в пользу команды «Земляки». Близится к завершению первый тайм. Мне кажется, этот парень из манишки, если пойдет в стык, он снесет каждого из игроков. Может быть. Мы видим, что пока очень надежно в защите играют земляки, практически ничего не позволяет сделать Волоту. За счет паса старается Волот выйти из своей штрафной, но дальше второго паса у них дело не доходит. Еще один опасный удар. В который раз уже в этом матче вратарь Волота спасает свою команду. Да, прямо по корпусу этому вратарю, по его хорошему надежному корпусу, правильно? Опасный удар. Мог состояться. Моцно, але недокладно отримався цей удар. Ну тут скорее он и не моцный, и не докладно отрывался. Не смог подстроиться под мяч игрок земляков. Показывает судья, что в пользу земляков. Паша такой довольный сидит, уже победа у него в руках. Да, моментов опасных не очень много, и в основном все создают игроки земляков. У Волота пока не очень получается игра. Волод получает, возможно, желтый карточку. Вот опасный удар был наконец-то поворотом земляков, но вратарь на месте. Закончился первый тайм 1-0 в пользу земляков. Желтая карточка игроку в салатовой дырочку манишки. За мат. Озвучивать да, не судья будем, озвучивать не предъявляет будем. желтую карточку, да. Нужно держать себя в руках. А, ты знаешь. Надо забить.
Так начинается второй тайм матча «Земляки-Вола». Счет 1-0 в пользу команды «Земляки». Ты размятый хоть или нет? Я с ним не играю. Как? У меня колено. Ну, снова. И Паша не играет? Паша Николенко не играет, да, в 74-м будет. Подожди. Я... Все. Ну, Паша играет Николенко или нет? А кто четвертый? Опасный удар в момент Вола. Смотри, Вова, как ты думаешь, сможет Винегрет в этом году дважды стать чемпионом? Второй год подряд. До этого только Саве удавалось. Я думаю, в этом году это вполне возможно, судя по его игре. То есть он не дал ни одной команде особо над собой надругаться, скажем так. Он не пропускал, не проигрывал с разницей больше, чем 2 мяча, и то он проиграл в этом сезоне одну игру. Судя по статистике, и статистика говорит все само за себя. Да, Винегрет показывает чемпионскую игру. Выиграли все игры на втором групповом этапе. Они также встретились с финалистом прошлого года. С командой И Сарио, опять же, да. и опять же, как и в прошлом году, выиграли с разницей в 1 мяч. С таким же счетом 2-1 выиграли, как и в финале. Вот опасный момент был у земляков. Но снова вратарь Волота на месте. Еще один удар. Снова вратарь вытаскивает уже на этот раз из нижнего угла. Как-то поживее игра пошла во втором тайме. В первую очередь Волос двигался. Хотя это может обернуться опасной контратакой. Снова вратарь. Да, вратарь Волота, конечно, вытаскивает мяч за мячом. Угловой удар. Если бы попал, бы... Да, Волод начинает активно, понимает, что нужно забивать. Нужно одерживать победу в этом матче, чтобы иметь хоть какие-то шансы выйти из группы. Ладно, пойди перейти. Еще один от ворот земляков. Грубый подкат. Судья фиксирует нарушение, но без желтой карточки обходится. Штрафной удар в ворота команды земляки. Ой, какой опасный момент был у земляков, но чуть мимо пошел удар.
вратарь Земляков вытащил этот удар. Остановка в игре, травму получает игрок Волота. Гол забивает земляки, счет становится 2-0 в их пользу. Еще один опасный момент. На этот раз штанга спасает ворота Волота. Гол и 3-0 в пользу земляков. Опасный подкат, желтая карточка игроку земляков. Присоединяется к нам зрители. Напоминаю, что счет 3-0 в пользу земляков. Тайм-аут берет команда Волот. Напомню, что счет 3-0 в пользу земляков, и Волоту нужно срочно что-то менять, чтобы перевернуть ход этой игры. Пока что ребятам абсолютно ничего не получается.
оживляется игра, чуть больше половины второго тайма уже прошло, земляки ведут со счетом 3-0. Сейчас Волод попробует что-либо предпринять, чтобы перевернуть ход этой игры. Но мы видим, что Волод снял вратаря. Сейчас на поле находится, на воротах стоит полевой игрок. Надеются они за счет паса и быстрых комбинаций пройти плотную защиту земляков и забить этот гол. Давай, Тимон, не уходи. Свободный удар. Спокойно, разберитесь. Ломо, дай. Очень быстро пошла игра сейчас. Волод играет без вратаря. Потому что ребятам нужно забивать целых 4 мяча, чтобы одержать победу. Это будет, конечно, трудновыполнимая задача. Неплохой удар в исполнении игрока команды Волота, немного точности только ему не хватило. Забивают земляки, еще становится 4-0. Да, поплатился Волод за то, что снял вратаря с игры. Пошли ребята забивать, но один удар. Еще один опасный удар земляков. В считанных сантиметрах от штанги проходит мяч. Опасный был удар. Да, видим, что у Волта ничего не получается, абсолютно ничего. Приходится играть через забросы. Через пас не получается пройти плотные защитные построения игроков команды земляки. Волт продолжает играть без вратаря, да, терять ребятам уже нечего. Нужно идти вперед и забивать.
показывает судья, что вышел мяч. Завершается этот матч 4-0 в пользу команды земляки.